Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире «Архивы памяти. Вечные главы истории ингушского народа». В сегодняшнем выпуске мы вспомним известную личность начала XX века, первого начальника транспортной милиции на Северном Кавказе, одного из создателей, организаторов и руководителей органов внутренних дел на ингушской земле, Эглау Чебиева. В нашей студии исследователь и архивист Берснакул Газиков, который расскажет нам о жизни и деятельности этого удивительного человека. Берснакул Джабраилович, приветствую вас. Здравствуйте. Что известно о семье Эглау? Как проходили его детство и юношеские годы? Говоря об Эглау Чебиеве, надо сказать, что это человек, который оставил яркий след в истории ингушского народа. Мы принесли с собой несколько фотографий Эглау Чебиева, еще фотографии. Это снятые в разное время фотографии. Вот фотография снята в Санкт-Петербурге, это Берс Шадыжев. И мы хотели бы здесь сказать следующее, говоря о его жизни. Нам мало что известно, если говорить так конкретно о его жизни в юности. Дело в том, что он родился в селении Барсуки, в семье у Таги Чебиева. И здесь хотелось бы сказать, что в публикациях различных наших многие исследователи отмечали о его жизни и деятельности. И указана дата рождения 1892 год. Мы работали много лет тому назад и выявляли в архиве ряд документов, связанных с Эглау Чебиевым. И в одном из документов, здесь у нас, мы брали в архиве, смотрите, здесь, и я хотел бы зачитать здесь, что сказано относительно... Дата его рождения. Дня рождения, да. Это метрическое свидетельство 1917 года, июля 3-го дня. Выдано настоящее метрическое свидетельство в Барсуковском селе 2-го участка Назарамского округа Кирской области Жамалдином Эстоевым, жителем этого же селения Эглау Тагиевичу Чебиеву в том, что у жителя селения Барсуковского Таги Чебиева от законной жены его Зейги в 1890 году, 13 декабря, родился сын, имя которого дано ему по макометанскому Эглау. Данное, подписано жителем села Барсуковским сельским старшиной Ше Гаракоевым. Этот документ, здесь и написано и по-арабски, это свидетельство муллы, говорит о том, что надо считать, видимо, по документу днем его рождения, 13 декабря 1890 год. Это небольшое уточнение. Но дело в том, что дальше нам известно, что он рано лишился отца. Он учился в Назарамской горской школе. А позже, он должен был зарабатывать себе на жизнь и позже поступил на работу помощником следователя, зарабатывал так. И позже уже он уезжает в Санкт-Петербург, и там, мы когда работали в архиве, в документах 1915 года, он проходит как студент высших сельскохозяйственных курсов. Он учился там, затем он в 1915 году он заканчивает учебу свою и включается в революционную деятельность. Он был очень активный, принимал участие во всех революционных акциях того времени. И дальше из его биографии видно, что он поступает на работу в Министерство путей сообщения. И в 1918 году, согласно документу, он командируется на Северный Кавказ, как раз этим ведомством путей сообщения для работы. Он в это время работает делопроизводителем или управления путей сообщения, 1918 год. Здесь в документе сказано, что он поступил на работу в это заведение в 1917 году. И уехав на Кавказ, и до 2020 года он состоит на учете в Министерстве путей сообщения, но там в документах они отмечают, что он уже и не поддерживает связь со своим руководством здесь, в Москве, я имею в виду. А он в это время выполняет задание, которое ему было поручено. И он дальше работает в системе наркомата внутренних дел, то есть он является чекистом транспортной милиции, участвует и как в гражданской войне, участвует в восстановлении советской власти. И позже он занимает ряд должностей в Ингушском автономном, ряд руководящих должностей, работая здесь на разных должностях в разное время. То есть мы видим, что он занимал активную позицию
вот в создании нашей автономной области, принимал участие. Но дальше вот по документам мы вот взяли газету «Сердало», 1927 год. Здесь мы видим, что он был ложно обвинен. Суд прошел, ему, значит, его наказали. А в чем состояло его обвинение? Суд его обвиняли в даче взятки, вернее, что он взял взятку в таком смысле. Но потом, просматривая газеты, вот мы посмотрели газету «И правда» того времени, здесь после этого он просидел 23 месяца, по-моему, как осужденным, но потом, значит, контрольная комиссия, вот, Карикома партии, она стала разбираться, и оказалось, что он не был виноват, осужден незаконно был, и он освобожден. Вот возвращаясь к газете, вот здесь смотрите, дело Чабеева, Аспиева, Барахоева и других. И вот здесь смотрите, здесь написано вот отзывы о Чабееве, показания свидетелей, отзывы о Чабееве. Часть свидетелей отзывается о Чабееве как о честном, добросовестном и хорошем работнике. Свидетель Яндеев рассказывает о том, как Чабеев в период владычества белых скрывался в горах, руководил партизанским отрядом. В то время на руках у Чабеева были большие суммы денег, и он не брал их себе. Я думаю, что с того времени он не мог измениться, не мог дойти до того, чтобы начать брать взятки. Хорошие отзывы о Чабееве дают свидетели Костоев Бексултан, Тасуев Федор, Логвинов Дмитрий и другие. То есть, видите, хорошие даже вот на судебном процессе, где надо быть очень объективным, многие люди дают ему очень положительную характеристику. То есть они не согласны с тем обвинением, которое выдвигали против него. Поэтому это весомо, потому что свидетели, они тоже были под определенной угрозой, так сказать, не могли говорить неправду. Поэтому они отмечали его заслуги и отмечали, что он очень честный человек, добросовестный человек. Затем он принимал активное участие, занимая ряд должностей. У него было очень много разных должностей, я просто их сейчас не смогу даже назвать. И когда началась Великая Отечественная война, здесь принимал участие уже как сотрудник госбезопасности, когда были здесь различные, вот, забрасывали парашютистов там и прочее. Он принимал участие вот, в ликвидации вот, различных этих бандитских групп и так далее, которые фашистская Германия забрасывала сюда. Позже нам известно, это если вкратце, совсем вкратце говорить, о том, что он затем был в ссылке во Фрунзе. Там тоже занимал ряд таких должностей, разные должности, разное время были там тоже у него, в области народного хозяйства, так скажем. Потом, значит, нам известно, что он скончался уже по возвращении домой в 1962 году. Вот вкратце, так сказать, то, что нам известно, если так вот бегло говорить о его жизни и биографии. А есть ли информация о его семье? О семье есть. Дело в том, что жена у него, вот мы как раз принесли с собой вот фотографию жены. Вот видите, здесь написано вот... Айшат Чабеева. Да, я вот зачитаю, здесь написано «Айшат Чабеева, ингушка, кончившая после 4-летней учебы государственную музыкальную школу, талантливая оперная певица. В опере Евгений Онегин исполняла с успехом партию Татьяны, русалки Наташи, пиковой дамы Лизы». То есть это оперная певица, это жена Эглау Чабеева. Известно также, что у них была одна дочь, Тамара. Здесь я скажу, дело в том, что я в конце, вернее, 90-х годов в Москве как раз познакомился с внуком. Это, значит, сын Жемалдина Яндеева и как раз внук Эглау Чабеева, Рустамом Чабеевым. Вот. И беседы были очень интересные с ним. И дело в том, что сейчас вот приходится сожалеть немного о том, что у Рустама в семье в Москве был очень большой архив, семейный архив. И вот несколько фотографий он принес тогда еще в постоянное представительство нашей республики там. И мы с Мальцаговым Адамом и Мариам Яндиевой мы скопировали эти фотографии. Но, к сожалению, только немного. Если бы мы, как бы сказать, постарались, то можно было бы сделать, откопировать большое количество документов, семейных документов. И семья очень бережно хранила их.
Вот поэтому немножко время в этом плане упущено. Я считаю, что мы недостаточно отработали биографию Эглау Чабиева, потому что, на первый взгляд, казалось бы, он был очень известным человеком. О нем очень много написано. Сам он публиковал свои воспоминания по истории революционного движения. Имя было известно, и мы думали, наверное, все известно, и не стали особенно делать акцент на поисках документов. Сейчас приходится сожалеть. Почему? Потому что время упущено. Но мы, занимаясь в Санкт-Петербурге, мы видели некоторые документы. Затем мы работали в Государственном архиве Российской Федерации. Там мы выявили 2 дела. Эти дела связаны с пенсией персонального пенсионера. Это 2 дела. Одно дело, там несколько десятков листов, а другое дело дело в том, что мы не взяли копии с этих дел, до сих пор не взяли. Дело в том, что на них наложено ограничение, поэтому мы не брали. Но я хочу сказать, что эти дела есть, и там есть подробности его и биографические, и различные другие отметки. Дело в том, что оно датировано 1955 годом. Еще он был жив, и поэтому там будет более полная информация. Потом, листая газеты, просматривая различную литературу, мы еще так совершенно случайно нашли, у нас, к сожалению, сейчас с собой нет, эту фотографию. Эта фотография интересна тем, что жительница Петербурга, внучка, так сказать, тех людей, которые жили в Петербурге еще до революции, опубликовала большой журнал такой, журнального типа, альбом семейных фотографий дедушек своих. И оказалось совершенно случайно в этом альбоме и фотография Эглау Чабиева с дарственной надписью какой-то женщине. И, видимо, это она была с членом семьи. И она совершенно случайно оказалась в этом альбоме. То есть получается, что если мы будем смотреть, искать, то мы можем обнаружить материалы в различных местах, где даже не ожидаешь. Поэтому мы скопировали, мы привезли, в данный момент я просто не принес с собой ее. И поэтому эта персона, она вызывает большое уважение, следует изучать, отрадно, что наши исследователи занимались, публиковали сведения о жизни и творчестве, о жизни этого человека, заслугах этого человека. Да, в интернете огромное количество статей. Да, большое количество материала. Поэтому я не хочу повторяться, говорить то, что люди отмечали, но хотелось просто сказать, что мы сегодня показываем эти документы, которые мы взяли из архива. Я думаю, что их, они неизвестны исследователям. Поэтому, видите, здесь помощник делопроизводителя, дата указана. А здесь потом... Эта информация, получается, его трудовой, деятельности? Да, трудовой деятельности. И сказано, официально, он командирован Чабиев на Кавказ. Видите, данные на 1918 год. А само заявление. Здесь сказано, что его превосходительству господину директору канцелярии министра путей сообщения, служащего 5-го финансового отделения канцелярии министра путей сообщения Эглау Тагиевича Чабиева прошение. Имею честь почтительнейше просить господина директора об определении меня на государственную службу по канцелярии министра путей сообщения. При всем предлагаем метрическое свидетельство о рождении за номером такой-то. Документ об образовании мною будет представлен дополнительно. Это 1917 год. То есть это то, что мы сейчас зачитывали, свидетельство о рождении, как раз то, что он представил, туда, когда оформлялся на работу, и, видимо, его надо считать действительным датой его рождения. Здесь дальше в документах вся идет переписка. Эта переписка связана с его деятельностью на должности в системе Министерства путей сообщения. Но дальнейшее его во всех воспоминаниях наших революционных деятельностей он часто проходит, часто его отмечают. Это был человек очень сильный был, красивый был и пользуется большим уважением. И оставил память о себе среди людей. Многие его помнят, многие знают. Имя его хорошо, что оно отмечено, оно не забыто. Но я думаю, что на этом, подводя итоги, о нем говорить
о том, что мы досконально изучили его, так сказать, трудовую деятельность, его биографию, мы не можем, потому что многие стороны жизни еще не раскрыты, вот, и предстоит большая работа. Большая работа. Хорошо, что есть исследователи, которые занимаются вот, данным, я имею в виду, человеком, исследуют его историю, биографию его. И надеемся, что в перспективе мы будем иметь более полное представление о нем. А планируете ли конкретно вы отправиться пополнить информацию? Я планирую поездки. Я думаю, что в моих поездках он тоже стоит, как бы сказать. Но дело в том, что мы занимаемся действительно очень многими людьми, очень большое количество. И, как всегда, вот мы всегда говорим, мы не имеем возможности как бы сконцентрироваться на одной личности. На одной личности, да, у нас не получается, потому что, попадая в архив, ты начинаешь смотреть ну, максимально, как бы сказать, раскрыть побольше имен, вот это чувство, и не хватает времени просто как бы методично, шаг за шагом отрабатывать, смотреть, заказывать, ездить. Поэтому есть надежда, что все-таки у нас получится уделить еще больше внимания этому Эглау Чебиеву, я имею в виду нашему деятелю, человеку, который оставил яркий след. Ну, думаю, что все это у нас впереди. Берснакут Джабрилович, благодарим вас, что пришли. Спасибо за увлекательный рассказ. Спасибо. Эглау Чебиев был мужественным и стойким человеком, которому пришлось немало пережить. Но его поддерживала вера в дело, которому он служил. Его имя навсегда останется в памяти ингушского народа. С вами были архивы памяти. И до новых встреч!